Заправка работает, а бензина нет, говорят казанцы. На днях горожане обратили внимание на отсутствие 95-й марки. Мы сами решили проверить, так ли это. АЗС на проспекте Победы. В меню 4 вида бензина и дистоплива, все колонки работают. 95-й, как нам рассказали сотрудники, действительно пропадал, но проблема уже решена. Не было? Какой-то период, да? Сколько не было? Часов. 8 где-то. А, даже не дней, а просто Да, несколько 8 часов не было, вечером привозят. Но другой АЗС по соседству тоже видели объявление, что 95-го бензина нет. Сегодня он доступен. Оказалось, проблема была в доставке. Зато на колонке дистоплива написано «Идет техобслуживание». Такую нестабильность водители отмечают с середины сентября. Бывает, заканчивается иногда. Но потом все равно привозят. Полдня не бывает, а полдня вот потом привозят. Вот какие-то неудобства доставляет? Ну, конечно, немножко есть. Но другие заправки есть. Я слышал о том, что большой экспорт происходит, да, и что у нас самим не хватает себя обеспечить республике. Но я думаю, что может быть еще проблема с логистикой, то есть с машинами, потому что очень мало машин сейчас и дорогие запчасти на них. Соответственно, и водителей становится меньше. Может быть, просто бензовоз не успевает довозить. Думаю над тем, чтобы купить электромобиль. Эта заправочная станция по улице Карима Тинчурина работает 15 лет. Тоже столкнулась со сложностями. К сожалению, в последнее время у нас были некоторые перебои. Один из перебоев продлился целые сутки. Это, к сожалению, ситуация объективная, общефедерального масштаба, и мы тоже столкнулись с этой тяжелой ситуацией. Но благодаря нашим местным поставщикам, производителям, да, мы видим, как им было тяжело самих себя обеспечить, тем не менее они находили возможности и обеспечивали нас. Перебои объясняют как сезонностью, так и ростом налога на добычу и переработку нефти. Напомним, с 21 сентября в стране ограничен экспорт бензина и дистоплива. Нефтяные компании жалуются на убытки из-за больших налогов. Ответ Наиля Маганова на запрос Комитета Госдумы по энергетике привел «Коммерсант». Увеличение налоговой нагрузки на добычу и переработку приводит к сокращению прибыли розничного бизнеса с учетом регулирования цены топлива государством, в связи с чем этот бизнес становится непривлекательным для инвестиций и развития в составе крупных нефтекомпаний. В сентябре в структуре розничной цены на АИ-92 и дистоплива налоговая нагрузка составила 77,2%, вместе с затратами на транспортировку 85,7%. и 77,3% соответственно. При этом убыток от производства и реализации этих видов топлива внутри страны 10 рублей, 3 рубля за литр соответственно. Тем временем в Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения республики отметили, сегодня топливо вынуждены покупать не только в Татарстане, но и у производителей соседних регионов – Самары, Уфы или на бирже. Но это влияет на сроки. Да, нас не устраивают те темпы, которыми идет поставка на внутренний рынок нефтепродуктов. Прежде всего, это мелким оптом. То, что с заводов отпускают бензовозами. Эти, условно говоря, мы на сегодняшний день наши потребности покрываем где-то процентов, наверное, на 70. Вот то, что касается мелкого опта. На бирже, да, мы покупаем, но тот товар, который мы покупаем на бирже, существенно ниже на сегодняшний день цены. Мы получим не через 40 этот товар. Здесь отмечают, на рынок топлива влияет множество факторов. Один из них – закрытие в этом году на ремонт сразу нескольких российских нефтеперерабатывающих заводов. Радик Фархулин, Лена Занатульевна, Данил Филатов, ТНВ «Казань».